Добрый день, дорогие друзья! Аксузян Денис Владимирович, историк, катехизатор и волонтер Сыктывкарской епархии, и Сысоева Людмила Борисовна, библиотекарь юношеской библиотеки Республики Коми, представляют книгу протопресвитера Георгия Ивановича Шавельского, которая называется «Опыт собеседований гарнизонного духовенства города Одессы с нижними чинами гарнизона». Вся наша жизнь есть борьба с врагом нашего спасения, как источником зла в мире. На этом тяжком жизненном пути у каждого из нас, смотря по положению и состоянию, есть свои вечные заботы и труды о пище, одежде и жилище для себя и для семьи, о воспитании и образовании детей, о безопасности семьи и близких людей и так далее. Кроме этих личных забот, почти на каждого из нас возлагаются какие-нибудь общественные служебные обязанности, возможно, лучшее исполнение которых есть священный долг каждого человека, как семьянина и гражданина. При исполнении нашего долга нам приходится встречать многоразличные препятствия и затруднения. Чтобы победить эти препятствия, нужны не только телесные, но, что еще важнее, духовные силы, как то сильная воля, согласная с волей Божией, чистый и здравый разум, горячо любящее сердце и, возможно, лучшее знание того дела, тех обязанностей, которые выпали на нашу долю. Поэтому-то на каждого человека возлагаются обязанности по его силе духовной и телесной. Затем всякое время и место предъявляют нам свои особые требования по мере надобности, когда большие, а когда меньшие. Сейчас мы переживаем такое ужасное время, какого не помнит история народов. Из всего, что известно, как о причинах, так и характере ведения нашими врагами настоящей войны, ясно, что неудача грозит нам вечными бедствиями. И кто знает, не лучше ли смерть, чем вечное рабство, которое ожидает побежденных. Вот почему переживаемое нами лихолетие требует от нас напряжения всех наших телесных и духовных сил и возлагает на нас самые трудные и ответственные обязанности, наилучшего исполнения которых требует Бог, Царь и Отечество. Эти строки, не потерявшие своей социальной значимости в наши дни, написал в разгар Первой мировой войны и накануне Октябрьской революции в 1916 году протопресвитер военного и морского духовенства Георгий Иванович Шавельский во введении к программе своих бесед полкового священника с нижними чинами гарнизона. Опыт собеседований был издан в издательстве книжного склада духовенства Одесского военного округа города Одессы. Протопресвитер Георгий Шавельский родился 6 января 1871 года в селе Дубокрай Городокского уезда Витебской губернии в семье дьячка Ивана Ивановича Шавельского. Окончил в 1885 году Витебское духовное училище, в 1891 году Витебскую духовную семинарию, затем поступил в Санкт-Петербургский духовную академию, которую окончил в 1902 году со степенью кандидата богословия. С 1899 года настоятель храма в имении великого князя Дмитрия Константиновича в Стрельне. С 31 января 1902 года по 22 апреля 1911 года настоятель храма святаго Александра Невского при Николаевской академии Генерального штаба в Санкт-Петербурге, где часто встречался с протоиереем Иоанном Кронштадтским. Одновременно, в период русско-японской войны с 1904 года священник 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и благочинный 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. С этим полком он участвовал в 9 боях с японцами, был награжден орденом Святой Анны 2 и 3 степени с мечами, с наперстным золотым крестом из кабинета его императорского величества на Георгиевской ленте. С 1924 года законоучитель и классный наставник в Софийской русской гимназии, приват-доцент по кафедре гомилетики и с 1926 года профессор пасторского богословия Богословского факультета Софийского университета, председатель Русской академической группы в Болгарии, член Свято-Владимирского братства,
Участвовал в организации Софийской духовной академии. Скончался протопресвитер Георгий Шавельский 2 октября 1951 года в Софии. Отпевание в храме святых седьмочисленников, где священствовал протопресвитер, возглавил председатель синода митрополит Кирилл. Похоронен на русском участке центрального кладбища Софии. Знавший его лично епископ Иоанн Шаховской писал о нем посмертно. В отце Георгии не было того, что так часто и в наши дни губит церковную жизнь – провинциализма. В отце Георгии была, если можно так выразиться, духовная великодержавность. Он умел смотреть в сущность вещей. Дела сего мира не затмевали в нем веры. Задача нашего доклада заключается в кратком представлении работы протопресвитера Георгия Шавельского, которая называется «Опыт собеседований гарнизонного духовенства города Одессы с нижними чинами гарнизона». Для подробного знакомства с биографией отца Георгия и его трудами мы рекомендуем вам обратиться к православному порталу «Азбука веры», на котором можно прочитать и другие книги этого выдающегося и отважного священника начала 20-го столетия. Мы остановились на содержании именно этой монографии, потому что она позволяет выйти на обсуждение такой темы, как на глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Главная цель книги протопресвитера Георгия Шавельского в том, чтобы разъяснить, воспитать и укрепить в душах и сердцах наших воинов, цвете и красе современного поколения, сознание воинского долга, мужества и патриотизма, отвагу и полную готовность положить душу свою за други своя. Книга состоит из 10 глав. Для понимания природы современных военных конфликтов и для нашего духовного совершенствования мы приведем из нее лишь несколько ярких фактов. По мнению протопресвитера Георгия Шавельского, сам Бог научает людей смотреть на войну как на великое зло. Бог по своей благости дал повеление не притеснять и не угнетать пришельца. Он заповедал оказывать помощь даже валу врага заблудившемуся и помогать развьючивать осла его, упавшего под тяжестью ноши своей, и оказывать сожаление даже птице, имеющей птенцов в гнезде своем. Но Бог же по своему правосудию попускает войну для уничтожения зла и неправды людской и для торжества добры и правды Божией. При настоящих условиях жизни человеческой война так необходима, как необходимы бури и грозы на земле. Скопляется на поверхности земли вредоносная пыль, заразительные миазмы, от чего люди болеют. Но вот пронеслась буря с громом и молнией, пролился дождь, малодушные укрываются, боясь грома и молний. Буря прошла, наступила тишина. Грязь с поверхности земли смыта, воздух посвежел, и все радостно смотрят на природу, на свет Божий. Война – та же буря, с громом, молнией и ливнями. Накопляется зло среди людей и народов, как накопляются пыль и миазмы, умножаются грехи. Необходимо очистить жизнь. И в настоящее время много сектантства от немецкой земли. Мы грешны, что дали этому неверию распространиться в нашей стороне. Необходима была буря, которая и надвинулась на нас в виде войны, и самой кровопролитной. Люди малодушные боятся и избегают войны, а другие отрицают ее, не понимая, что она так же неизбежна в жизни народов, как и буря на земле. Пронесется эта военная буря, настанет мир и спокойствие, восторжествует правда, и зло уничтожится. Таково краткое содержание первой главы книги протопресвитера Георгия Шавельского. В 3 главе основная мысль в том, что сам Христос не только считал войну и военную службу дозволительными для своих последователей, но признавал то и другое даже необходимым, пока мир возле лежит. Он всему миру возвестил: «Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство». Как характерно это изречение Христа и как оно соответствует событиям и обстоятельствам современной мировой войны. Итак, по учению Христа надлежит быть воином и военным слухом, а следовательно
и военной службе. Военная служба учением божественного откровения Нового Завета последователям Христа не воспрещена. Так святой Иоанн Креститель сказал воинам: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». В этих словах дан воинам совет честно проходить воинскую службу, а не отказываться от нее. Христос исцелил слугу капернаумского сотника, похвалив веру его, но ни единым словом не осудил его воинского звания и военной службы его. Корнилий, сотник из италийского полка, был крещен святым апостолом Петром со всем домом его, причем еще до крещения он назвал был благочестивым и боящимся Бога. Воинское звание Корнилия и его военная служба не препятствовали ему быть благочестивым и боящимся Бога и принять святое крещение. А святой апостол Петр не потребовал от него после крещения отказа от военной службы. Глава 5 книги протопресвитера Георгия Шавельского. И наша русская отечественная церковь смотрела и смотрит на войну и на военную службу так, как учил об этом Христос и его святые апостолы, как смотрела на это древняя Вселенская церковь. Она, подобно древней церкви, высказала свой взгляд по всему вопросу устами отдельных своих пастырей и устами пастырей целых соборов. В древности ясно и определенно, в положительном смысле, высказывал свой взгляд на войну и на военную службу преподобный Сергий Радонежский, всея России чудотворец. Он, благословляя великого князя Дмитрия Иоанновича на войну с татарами, сказал ему: «Иди против варваров, оставивши всякое сомнение. Бог поможет тебе, и ты врагов победишь, и здрав возвратишься в Отечество». В видимое благословение от обители и в знамени победы преподобный отпустил на войну с великим князем двух иноков-бояр – Александра Пересвета и Андрея Ослябя, облегши их предварительно в схиму и заповедав им мужественно сражаться с врагами Отечества. В то время, когда длилась грозная Куликовская битва, преподобный Сергий собрал всю свою братию и возносил Богу молитвы сердечные за успех великого дела. Молитвы преподобного Сергия имели великое значение на благоприятный и вполне успешный исход Куликовской битвы. Благословил бы преподобный Сергий Радонежский великого князя Дмитрия Иоанновича на войну с татарами, если бы он считал войну для христиан непозволительной. Молился бы преподобный о даровании русскому воинству победы над татарами, если бы он считал войну для христиан запрещенную. Отпустил бы преподобный на войну двух своих иноков-схимников, если бы он считал военную службу несовместимой со званием христианина? Бесспорно, нет. Новгородский князь Александр Невский, причисленный церковью к лику святых, вел войну со шведами и тевтонцами, предками современных нам немцев. Мог ли князь Александр Невский воевать со шведами и тевтонами, если бы он не считал войну с врагами веры и Отечества дозволительной? Бесспорно, не мог. Вообще могли ли верные, великие русские князья с русским народом воевать с внешними врагами веры и Отечества, если бы они считали войну запрещенную для христиан? Конечно же, не могли бы. В главе 6 протопресвитер Георгий Шавельский дает описание известных событий общецерковной истории, когда Константинопольский, греческий и русский царь Константин, Мануил и Владимир одерживали военные победы над своими врагами силою честного и животворящего креста Господня. Хорошо известно, что не только крест Господень и святые угодники Божии, но и сама Царица Небесная, Пресвятая Дева Мария, являлась и является заступницей христолюбивого воинства в борьбе с врагами веры и Родины. Она, как непобедимая взбранная воевода, спасала и спасает своим матерным предстательством пред Сыном Своим, Христом Богом нашим, грады и страны верных от нападений вражеских. Из беспредельного моря чудес, явленных и непрерывно являемых Богоматерью христолюбивому воинству в борьбе с врагами, в главе 8 книги протопресвитера Георгия Шавельского приведена лишь небольшая часть заступлений Божией Матери.
И это совершенно справедливые исторические зарисовки, потому что усердная заступница всегда с вышних презирает на нас и как убогих приемлет. Она может избавить нас от бед и грехов, как всесильная мать, всесильного Сына. Всегда может, а щитокмо благоволит, презреть на наше окаянство и покрыть нас своим невидимым покровом. Это цитата из 8 главы книги протопресвитера Георгия Шавельского. С пастырской отеческой заботой и болью в сердце протопресвитер Георгий Шавельский относился к беженцам. В главе 10 он описывает тысячеверстный крестный путь бесприютных людей, совершенно не знавших, что ожидает их. Терзание по утраченной родине, может быть, братские объятия бескорыстных русских сограждан, но чаще всего душевный холод и незаслуженные обвинения в нежелании заняться делом и упреки в дороговизне, установившейся в начале XX века. Вопиющий случай варварского ведения войны приводит отец Георгий. В июле 1915 года в середину тысяч беженских фургонов был сброшен не один десяток вражеских бомб. В результате панический, безотчетный страх, гибель сотен беззащитных людей, потери рассудка, искалеченные тела, массовое помрачение образа Божия в уставших и напуганных людях. Протопресвитер Георгий Шавельский был уверен, что от всех этих ужасов мирное население способно защитить русское воинство. Русские солдаты имеют грамотных командиров, как образцы высочайшего служения своей родине. Они должны понимать святость, смысл и значение полкового знамени и воинской присяги, исполнять ее. Солдаты клялись верно и нелицемерно служить государю до последней капли крови, всегда и везде с одинаковой смелостью и упорством защищать царя и родину, отвращать, не допускать и не скрывать сведений, способных причинить вред и убыток Отечеству, хранить вверенные им тайны и беспрекословно повиноваться воле своих начальников, служить бескорыстно до конца своей жизни. В последнем возгласе клянется каждый воин поступать во всем, как честный, верный, послушный, храбрый и расторопный солдат, и всегда исполнять воинскую клятву. Без всякого сомнения мы считаем, что знакомство с рассмотренной монографией протопресвитера Георгия Шавельского может принести большую пользу при организации бесед с современным российским воинством, а также для формирования гражданского и духовно-нравственного воспитания молодежи, становления личности, социально ответственной за безопасность и будущее развитие своей Родины. Благодарю вас за внимание.